Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Благодарю за приглашение. В первую очередь, конечно же, мы благодарим башкирский народ за то, что они показали остальным, что можно все-таки сопротивляться, можно говорить вслух о вещах, которые многие боятся упоминать у себя на кухне, а в некоторых регионах даже и думать об этом боятся. Это многого стоит. То, что мы сейчас здесь собрались и обсуждаем эти моменты, касаемо независимости, касаемо того, что мы должны жить своим умом, а не с помощью людей, которые должны нами управлять, которые никакого отношения не имеют ни к нам, ни к нашей культуре, ни к нашей религии. Более того, они ее не уважают, считают ее второсортной, отсталой, все время упрекают нас в том, что принесли нам какую-то цивилизацию, научили нас писать и читать. У вас не было ни государственности, у вас не было ни территории, ничего. Эти упреки постоянно мы слышим, и говорить о уважении совсем не приходится. Максимум, что они хотят нас видеть, это эти наши национальные танцы, ковры, какие-то рисунки, орнамент и так далее. То есть, чтобы барин или бояры, они приходили и вот любовались, как мы танцуем для них. Лезгинку танцуем для них, они радуются, говорят, вот молодцы, выпивают и дальше уходят к себе домой. Это роль шутов, роль клоунов, это хуже даже просто быть рабом, потому что просто раб работает в поле, приносит какую-то пользу своему хозяину. В нашей ситуации недостаточно просто быть рабом, мы еще должны развлекать своих бояр, а плюс еще и должны благодарить их за это, говорить, что огромное вам спасибо за то, что мы существуем на этом свете и за то, что мы вообще можем дышать. Соответственно, они говорят, не стоит благодарности, мы вас и так кормим, если мы вас не будем кормить, вы все умрете с голоду, вернетесь в каменный век, возьмете обратно копья и стрелы и переубиваете друг друга. Это сюр, конечно же, но это правда. Это настоящая правда, которую никто не может отрицать. Поэтому, конечно же, огромная благодарность башкирскому народу, нашему братскому народу. Мы, естественно, их поддерживаем, их в стремлении отстоять свое право, а также поддерживаем их в стремлении отделиться от России, а точнее освободиться. Что мы можем в этой ситуации сказать? Без каких-то пафосных слов. Вот если реально, какие опасности на этом пути ожидает башкирский народ и любой другой народ, который стремится к независимости. Мы, как представители ингушского народа, прекрасно понимаем, что такое Россия. Может быть, чуть большей степени, чем другие. Имеется в виду новая Россия, сегодняшняя Россия. Начиная с 1992 года, когда нас просто нагло обманули, обещали нам вернуть наши территории, территориальную целостность и так далее, так далее. То есть все это обещания просто-напросто в течение нескольких лет ушли на нет, и по сегодняшний день ни один вопрос не решен. Ни один вопрос. Более того, до сих пор мы не имеем никакой промышленности. Первое место по безработице в России Ингушетия имеет. И, соответственно, вот этот шанс, о котором я говорю, исторический шанс, да, мы много об этом говорим, но это факт. Исторический шанс, он настает. И мой призыв башкирскому народу и другим народам, что не упустите свой шанс. Мы этот шанс упустили дважды. Первый раз в 1917 году, когда нас обманули большевики, пообещали нам вернуть также наши земли, пообещали нам автономию и много всего разного пообещали. Обманули нас. Советская власть та же выслала нас в 1944 году, 23 февраля, в Сибирь. Весь народ объявив его врагом советского народа. После этого, как мы вернулись, этот советский режим рухнул. Пришли к нам либеральные, вот эти все, бомонд либеральный, с Ельциным вместе. И они сказали, это советская власть, это были угнетатели, это были ужасные люди. Мы очень сильно сожалеем за все, что произошло. Мы сильно извиняемся за них. И мы, естественно, вернем все, абсолютно вернем ваши права. Просто вам всего лишь нужно нас поддержать. Поддержите нас на выборах. Проголосуйте за меня. Я верну ваш пригородный район.
и все остальные будут выплачены репарации, там, то есть выплаты за то, что были люди репрессированы и так далее. В итоге было выплачено по 10 тысяч рублей. То есть 10 тысяч рублей – это просто смешные деньги, на которые нельзя было, я не знаю, что можно на 10 тысяч рублей купить. Смешные деньги были выплачены, номинально просто выплачены для галочки, а также никакие земли не были возвращены, естественно, и по сегодняшний день не возвращены, и даже не существует механизма, при котором они могли бы быть возвращены. И я о чем говорю сейчас? То, что вот этот шанс, он снова приближается. И сегодня, как и тогда, мы видим либеральную оппозицию, так называемую, за рубежом, которые нам говорят: вам нужно поддержать нас, вы должны быть с нами, или расширенные права в федеративном государстве, больше суверенности и так далее, и так далее. Опять мы будем это все слышать. Они опять будут стараться нас обманывать, они опять придут, будут с крокодильями слезами доказывать нам, что предыдущая власть была враждебна, именно они были врагами, именно они и натворили это все, а они лучшие, вот те, которые сегодня будут приходить, они будут доказывать нам, что они лучшие представители русского народа. Соответственно, как только мы согласимся, где-то мы поставим роспись, согласимся на все эти фейковые, в буквальном смысле фейковые, все вот эти референдумы и так далее, они быстро приберут власть к рукам в наших республиках, подавят национальные движения, тут же несогласных объявят террористами. Те, которые возьмут в руки оружие, загонят их где-нибудь в леса, в степи, начнут их отстрел. В новостях будут показывать, что вот эти люди, которые в лесах не дают вам жить, вы все вместе дружно должны против них доносить, не помогать им и так далее, и так далее. То есть сведут это все на нет. Обратно весь наш потенциал, который мы накапливаем, они его опять сведут на нет, на ноль. И мы опять начнем новый трек, к новому кругу. Это бесконечно продолжаться не может. Поэтому мой призыв к народам, подневольным народам, народы, которые оккупированы, и они нагло врут нам, что они нас не оккупировали, что мы якобы добровольно вошли в их состав. Оказывается, все народы только так и мечтали войти в этот состав России. Получается, никого они не завоевывали, никого не убивали, все мирно бежали под российский сапог, чтобы быть их рабами. Оказывается, это все так. Я не знаю, кто хочет на себя это брать, этот ярлык, ярмо добровольного раба, но мы этого не хотим и никогда это не признаем. Поэтому это унижение, и это унижение никто не должен терпеть. Мы должны приложить максимальное усилие, каждый народ из нас должен приложить максимальные усилия, объединиться, где мы можем, помогать друг другу. Пусть это будет политическая помощь, военная помощь, и это будет информационная помощь. Любыми доступными путями мы должны помогать друг другу. Потому что любой один народ отдельный, который захочет отделиться, они быстро объединятся против этого народа. И те же буряты, те же башкиры, те же якуты приедут усмирять ингушей. Или ингуши поедут усмирять башкиров оружием в руках во имя русского мира. Поэтому нам нельзя этого допускать. Сегодня наши народы отправляются в Украину, чтобы воевать против украинцев, которые абсолютно никакого отношения к нашим народам не имеют. Почему мы должны идти воевать против них, в то время как наши территории оккупированы? Наш враг не в Киеве, наш враг в Кремле. Вот куда нам нужно направлять свое оружие и свои усилия, куда мы должны направлять. Вот что мы должны, о чем мы должны думать и о чем мы должны мечтать в первую очередь о свободе. Ни один народ не должен быть управляем другим народом. Мы все достойны свободы, и мы все должны к ней стремиться. А люди, которые будут нас сегодня обманывать, что там в Кремле что-то поменяется и так далее, этих людей слушать вообще нельзя, ни в коем случае. Эти люди предатели и враги наших народов. Эти люди, которые хотят продолжения этого геноцида над нашими народами. Поэтому мой призыв именно в том, чтобы мы консолидированно, вместе работали ради дела освобождения наших народов. И ни в коем случае не упустили этот свой исторический шанс. Не нужно бояться поражения, не нужно нам бояться проигрыша.
Если даже мы в этот раз проиграем, ничего страшного в этом нет. Ничего страшного. В этом и есть польза, в этом и есть борьба. Никогда мы не сможем освободиться, не пытаясь, не проигрывая. Да, мы сегодня, может быть, проиграем, но на следующем витке мы будем на ступень выше к своей свободе. Если мы не попробуем сейчас, то нас растворят. И нас будут использовать против тех, кто будет хотеть освободиться в следующем этапе, может быть. Поэтому, конечно, мы надеемся на свободу в ближайшее время. Но стараться и распространять пацифизм, говоря, ничего не получится, их слишком много, они слишком сильны, мы слишком слабы и так далее, и так далее. Приводить здоровому, свободному человеку в довод, если ты освободишься, ты умрешь с голода, так лучше я умру с голода, чем буду рабом. Вот так должен человек мыслить. Благодарю всех. Это то, что я хотел сказать.